Триває вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я, Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нашого прямого ефіру. І впродовж наступних 40 хвилин про ситуацію на Донбасі, про війну на українському сході будемо говорити з гостем нашої студії. І станом на цю годину це військовий експерт, інструктор, волонтер Цві Аріелі. Доброго вечора ще раз. Здравствуйте. Вітаю вас. І для глядачів буквально кілька слів хочу озвучити про вас, аби більш орієнтувалися, хто ви. Власне, Цві Аріелі пройшов службу у піхотній бригаді армії оборони Ізраїлю, резервну службу у спецназі військової розвідки і контрактну службу в одному з локальних антитерористичних підрозділів. І зараз абсолютно безкорисливо, власне, як я говорила, про те, що пан Аріелі є інструктором-волонтером, він передає свій бойовий досвід українським військовим. І крім того, власне, він інструктор, волонтер бригади легкої піхоти Національної гвардії України. Були? Был, да. С БШР мы давно закончили сотрудничество, но, тем не менее, некоторым другим подразделениям я все еще помогаю. Тобто, все ж таки, ви далі залишаєтеся тим інструктором-волонтером, який передає свій бойовий досвід? Сейчас все меньше и меньше, но совсем недавно, неделю назад, я был в зоне АТО и помогал одному из подразделений сил специальных операций. А ви кажете, все менше і менше, бо, власне, потреба у передачі вашого досвіду іншим вже зменшується? Чи це якісь інші причини, можливо, ваші особисті? Наверное, больше мои личные. Вот, тут комплекс причин. Прежде всего, наверное, это то, что я не вижу какого-то, скажем так, я надеялся на более быстрый темп развития вооруженных сил и вообще силовых структур. Это, мягко скажем, не соответствует моим ожиданиям. Вот, поэтому я думаю, что есть вещи, которыми я мог бы заниматься более эффективно. Это раз. Во-вторых, кроме всего прочего, нужно и жить собственную жизнь, и нужно как-то работать в том числе. То есть невозможно постоянно заниматься волонтерской деятельностью. Власне, ви кажете, що ви не задоволені темпами та, власне, розвитку українських Збройних сил. Якщо конкретніше, про що йдеться, бо ви людина, яка безпосередньо всередині процесу була активною, є якісь речі, про які, можливо, ви можете говорити, про які, скажімо, не можете говорити. Чому немає такого поступу, чому немає розвитку і, власне, хто до цього найбільше докладається та гальмує цей розвиток? Мне кажется, я об этом просто говорил огромное количество раз, и если мы сейчас с вами будем говорить, то я думаю, это будет ближайший час как минимум, так чтобы вкратце только упомянуть эти вещи. Поэтому я скажу прямо, что я считаю, что главное, основное условие, которое ускорит развитие вооруженных сил, и это переход на западные стандарты и сотрудничество с нашими западными партнерами. То, что гальмует, как вы сказали, это прежде всего, естественно, люди, которые лоббируют те решения, то есть не проводят в жизнь те решения, которые необходимы, чтобы были проведены. То есть это прежде всего советские генералы, я их называю советские, потому что они все учились в советских учебных заведениях, либо в украинских учебных заведениях, которые ничем не отличаются. Это абсолютно та же самая методика, абсолютно та же самая система. И до сегодняшнего дня даже устав, уже 4 года войны, даже устав, он абсолютно не меняется, несмотря на якобы наличие неких аналитических органов, которые должны делать определенные аналитические выводы и вносить изменения в устав. То есть сегодня уже 4 года, ничего до сих пор не меняется. Я сейчас был на Донбассе в одном из подразделений, и когда они, скажем так, показали то, что они делают, я говорю, ребят, это, вы считаете, что вот это работает? Потом разбирали, вы считаете, что это работает? Они говорят, сначала начали оправдывать, да, это работает, потому что надо так и так и так. Он говорит, знаешь что, на самом деле мы так не делаем. Вот. И мы так делаем только, когда к нам приезжают гости. Высокие генералы. Конечно же, это не работает, такая система, такая тактика, которую они показывали. И работаем мы совершенно иначе. Но научились они это на собственном опыте. То есть не из-за того, что так было написано в инструкциях. Так не должно быть. То есть для того, чтобы эффективно воевать, должен быть комплекс процедур.
да, которые будут одинаковы для всех подразделений украинской армии и Нацгвардии и других вообще силовых ведомств, которые участвуют в боевых действиях. Если мы имеем то, что мы имеем, то есть на сегодняшний день мы открываем книжечку, которая называется «Устав», или которая называется различные там комплекс упражнений для Национальной гвардии, там, или «Устав вооруженных сил Украины» там, и так далее, то что мы видим? Мы видим абсолютно старый, устаревший, никому далеко уже не отвечающий вызовам современного времени и данной войны комплекс сет процедур или комплекс приказов, которые военнослужащие обязаны соблюдать. И за их несоблюдение они могут понести ответственность. Как бы, то есть, и в том числе это не только определенные боевые там, процедуры, но это и поведение на полигонах, там, собирание гильз на учебных полигонах, там, и после стрельбищ, которые отнимают кучу времени, и всякие абсолютно ненужные никому занимающие кучу времени протоколы, которые нужно писать. Да, я скажу, что даже командир бригады, чем он занимается, это пишет бумажки целый день. То есть задача командира бригады — это командовать. Да? В западной системе отвечает за подписание бумажек начальники отделений, да, определенных отделений штаба. То есть командир бригады не должен там целыми днями сидеть, ждать в эту очередь, которая его выстроилась, там, и подписывать бумажки. То есть вся система, она построена настолько неэффективно, что я просто блог очень разбирал и писал более конкретные вещи, но сейчас я хотел бы подчеркнуть одну вещь, что я абсолютно точно убежден, что если не убрать максимально быстро людей, которые до 2014 года выполняли роль менеджеров, подрядчиков в украинской армии, не являясь боевыми офицерами, они до сих пор там командуют, и с большей силой сегодня, после того, как волонтеры, добровольцы начали занимать меньшую роль, играть меньшую роль, и сегодня это с началом контрактной армии, все так радовались, что будет профессиональная армия, по сути, она стала контрактной армией, то есть более профессиональной она не стала, просто туда пришли люди, которые работают за определенные деньги, которые обычно, эта зарплата обычно выше, чем то, что они могут зарабатывать в своих пунктах городского типа или там, мелких городишках, откуда они родом и так далее. Поэтому, по сути, как бы, мы имеем сегодня, частично это армия рабов, люди, которые делают то, что они должны делать согласно неефективным правилам, неефективним уставам і так далі. То, власне, за рахунок того, напевно, доводиться і говорити про неефективність війська, бо ми говоримо зараз, і, зокрема, влада говорить про оновлення війська, про модернізацію війська, осучаснення і так далі, але, напевно, те, що відбулося, оновлення і модернізація і зміцнення, це лише невеличка частинка, невеличкий відсоток того, що насправді могло відбутися. Якби ці бюрократичні речі, про які ви говорите, їх або ліквідувати, або мінімізувати. І в таких умовах наскільки доводиться, власне, інформація дня сьогоднішнього дуже важлива для нас, як для країни, в якій є війна, про те, що Сполучені Штати нам продаватимуть летальну зброю, поки що не йдеться про протитанкові ракети «Джевелін», а йдеться, власне, про снайперські системи, боєприпаси і інші речі, але все ж таки це поступ. Можна говорити про те, що є це поступ з боку наших західних партнерів. І наскільки важливий є цей поступ і крок Сполучених Штатів, зокрема президента Трампа, якщо ми, власне, говоримо про те, що в нас армія рабів, як ви кажете? Тут есть два момента, которые необходимо упомянуть. Во-первых, я хочу сказать, что не все так страшно, как это могло показаться. Действительно, есть прорыв, не такой, как хотелось бы, и как он мог бы быть за эти 4 года. Тем не менее, у людей появились некие вещи, которые там, в некоторых армиях появились 50 лет назад, допустим, бронежилеты. Не такие хорошие, как были 50 лет назад в западных армиях, но все-таки они есть. Это раз. Два, хотелось бы сказать, что все-таки
решение США, это больше декларативное решение, потому что некоторые вещи уже продавались и передавались. Прежде всего мы говорим о стрелковом оружии, и, как известно, и винтовки Барретт, и некоторые другие вещи, стрелковое оружие уже продавалось с США Украине. Поэтому это больше декларативное решение, некое политическое заявление. Это раз. Три, хотелось бы все-таки, наверное, привести как пример армию Египта. Вот армия Египта после соглашений с Израилем в 1973 году начала получать огромную финансовую и оборонную помощь от Соединенных Штатов Америки как вознаграждение за то, что они помирились с Израилем. Да, то есть Египет полностью переквалифицировался, перешел от советского блока, ушел к США и начал получать помощь, которая ежегодно составляла $1,5 миллиарда. Да, то есть это не маленькая сумма, это огромная военная помощь. То есть сегодня у Египта есть более 1000 танков «Абрамс» современных. Я уже не говорю о нескольких тысячах танков советского производства. То есть у них есть мощные ВВС, 300 самолетов, F-16 и так далее, и так далее. Да? То есть эта армия гораздо более мощная, чем украинская. Тем не менее, жертв в войне с небольшими террористическими группировками, в отличие от такой же ситуации в Украине, значительно больше, чем жертв у ВСУ. Да, почему так происходит? Ведь у Египта такая мощная армия, не сравнить с вооруженными силами Украины. Да, есть современное оружие, в отличие от Украины, которая воюет старой советской техникой, в основном за некоторыми небольшими исключениями. А ответ на это очень прост. Армия Египта, она и спецслужбы, прежде всего, они недостаточно эффективны. Да, то есть то, что нам завтра, предположим, дадут джавелины или еще какое-то высокотехнологическое оружие, это вовсе не обеспечивает победу на Донбассе. Да, вовсе не обеспечивает. И даже мы даже не можем сказать, насколько это поможет. То есть мы не можем делать такие прогнозы. Почему? Потому что, к сожалению, армия, вооруженные силы — это прежде всего некая система, которая должна работать как часы. Если система построена неправильно, по каким-то старым советским лекалам, которые сегодня не работают, да, то о каких джавелинах может идти речь, если, извиняюсь, штаб находится за 400 километров от линии фронта, и там принимаются решения. Сегодня уже десятки лет уже на Западе никто так не работает. Да, штаб должен быть штаб батальона. У нас нету на данном этапе штаба батальона. Штаб батальона — это несколько человек. Штаб бригады тоже несколько человек. То есть реально штабы сегодня являются проводниками приказов сверху. Людей, которые сидят где-то очень далеко и принимают там оттуда решения, не совсем понимая обстановку и ситуацию. Да, поэтому сегодня на Западе, в том числе, я не только имею в виду НАТО, но и в любых современных армиях, в том числе в Израиле, штаб находится на линии фронта. И есть еще много вещей, которые можно упомянуть. Подготовка командиров, их продвижение, унификация, подготовки бойцов и так далее. Мы можем, конечно, затронуть любую из этих вещей. Просто я хочу сказать, что есть огромное количество, огромный перечень вещей системных, которые можно изменить, не затрагивая, скажем так, не внося огромные изменения в бюджете. То есть без дополнительных миллиардов долларов можно повысить эффективность. Но если есть нежелание со стороны определенных кругов, то, конечно, мы ничего не можем сделать. И никакие волонтеры, никакие инструкторы, никакие тренера ничего не сделают. А власне, чому є це небажання? Якщо, скажімо, це зрештою на бюджет не впливає і це може спростити цю роботу. Чому є небажання? Тому що, власне, йдеться про людей, які, можливо, вже не здатні навчатися чомусь новому і змінювати схему, за якою вони, скажімо, служили впродовж багатьох років, або якась інакша є причина, або, скажімо, немає політичної волі, як зараз прийнято говорити. В чому причина? Это комплекс причин, безусловно. Одна из таких причин, представьте, что вы специалист в какой-то сфере, и к вам приходят люди и говорят, что
так как вы всю жизнь учились работать и умеете работать, так работать больше нельзя. А по-новому работать вы не умеете. Поэтому у вас есть два варианта. Первый вариант – создать такое противодействие, что вас не выгонят. Второй вариант – научиться. Но научиться нереально, потому что вы не можете научиться, уже поздно. Да? Естественно, это лобби, это раз. Два, безусловно, это некие, возможно, коррупционные моменты. То есть я не исключаю то, что наверху не все так чисто и прозрачно, и, возможно, некоторые генералы живут не с 10 или 15 тысяч гривен. То есть мы можем предположить, видя их, скажем так, уровень жизни, можем предположить, что, возможно, у них там зарплата чуть-чуть больше, какие-то, возможно, нелегальные доходы. Это два. Естественно, никто не хочет уходить. Три – это, безусловно, не профессионализм. То есть это не профессионализм на всех уровнях, это не профессионализм не только на высоком уровне, это не профессионализм на низком уровне. Но этот непрофессионализм не из-за того, что на низком уровне, что люди не хотят, а из-за того, они ничего не решают на низком уровне. То есть это из-за того, что людям, в принципе, высокий уровень не создал этому низкому уровню правильную систему, они могли бы обучаться и продвигаться в своей карьере профессиональной, военной дальше. Да, если мы сегодня имеем такую систему, когда есть некий военный университет, грубо говоря, институт национальной гвардии или вооруженных сил Украины, там несколько лет человек приходит. Да, не секрет, что до войны вообще это были не те учебные заведения, куда надо было давать большие взятки или сложные экзамены, чтобы туда поступить. Да, туда поступали не всегда самые, скажем так, умные люди раньше. Да? Сегодня есть некий патриотический подъем, многие хотят поступить, учиться, но, к сожалению, последние лет 25 это не было совсем так. Поэтому туда приходили люди, и их приходилось выпускать, им приходилось давать дипломы. И на этом их обучение, собственно говоря, было закончено. Они закончили свое обучение, и все, и они дальше продвигаются, младший лейтенант, генерал-лейтенант, предположим. Да? То есть они, в лучшем случае, они продвигаются в Израиле и во многих других странах, в том числе Израиль, в принципе, взял у Великобритании эту систему, что продвижение шло в зависимости от результатов. То есть вы не могли пройти некий курс и после этого стать генералом через какое-то время. Да? Так это не работает в Израиле. В Израиле вы становитесь рядовым. Вы служите вместе со всеми, не в каких-то учебных заведениях, то вы служите в регулярной пехотной, танковой или любой другой части. Да? После этого, если вы хотите, потому что мотивация тут важнее всего, и если вы достойны, вы становитесь командиром, точнее идете на курс командиров отделений. Это основной человек во взводе командиров отделений. Там вы учитесь, возможно, вы успешно заканчиваете, возможно, нет. Если вы успешно заканчиваете, вы становитесь командиром отделения. И, возможно, вы себя проявляете, а возможно, нет. И тогда, может быть, вы пойдете еще на один курс офицерский, после которого вы станете командиром взвода. Но дело в том, что офицерский курс вам вовсе не гарантирует, что вы станете командиром роты, потому что вам надо будет пройти еще один курс. Да, и так всю службу, собственно говоря, до уровня примерно подполковника, когда вас выпускают в университет, чтобы вы получили какую-то гражданскую специальность. То есть вы непосредственно, ваше продвижение карьерное, оно связано непосредственно с мотивацией, инициативой, показанными результатами, доказанными и курсами, которые вы постоянно должны проходить. То есть это есть постоянная корреляция с вашим профессиональным уровнем. То есть это никак не зависит от того, насколько вы успешны в неких схемах и так далее. То есть это постоянно, даже если грубо говоря, у вас есть лобби, то есть вам помогли, вас лоббируют, вас хотят, то вы приходите на курс, на какой-то новый курс, скажем, командира взводов, который никак не относится и никак не зависит от вашего непосредственного командира в части. Да? И вам говорят, кого вы нам прислали? Да? Этот человек, он не лидер.
этот человек, он ну, не может командовать, его не будут люди уважать. Да? Тогда такой ситуации не станет, что приходит офицер в часть, и ему говорят: слышишь, знаешь что, мы с тобой боимся, поэтому ты сиди и не высовывайся, а командовать будет рядовой, которому ми довіряємо. Тобто така ситуація невозможна. От, власне, те, про що ви говорите, є міжнародний досвід, і було б, напевно, добре, якби його, скажімо, запровадити в Україні, і це актуально, бо в нас триває війна. Але бачимо, власне, як це відбувається у нас, якщо говорити про те, що у нас відбувається на фронті. Про людей, які, можливо, скажімо, не пройшли бойових дій, бо, скажімо, ще 4 роки тому не було в нас війни. Ці люди зі штабу, вони дають накази. А там безпосередньо в окопах є, скажімо, наші бійці, більшість з них не мають особливих там якихось знань, але досвіду в них набагато більше, скажімо, на десятки років, тому що вони вже пройшли, вони вже обстріляні, як то кажуть, вони вже пройшли через бої, вони втрачали побратимів і так далі. І, власне, ці люди, які знають, як робити і що робити, вони повинні виконувати накази тих, які здебільшого теоретично знають, як можна було б зробити. І, власне, в контексті того, що з 23 грудня, з півночі 23 грудня, знову начебто у Мінську домовилися начебто про перемир'я. Це знову, скажімо, створює для наших бійців ті умови, в яких вони воюють вже 4 роки. Про те, що їм говорять не стріляти, бойовики цього перемир'я традиційно не дотримуються. І, відповідно, в цій ситуації наші бійці повинні якось маневрувати для того, щоб і наказ з одного боку виконати, і дипломатичні домовленості, а з іншого боку, як-ніяк живими лишитися. Тут есть несколько аспектов. Прежде всего, я абсолютно с вами соглашусь, что сегодня есть, как один хороший человек сказал мне, что есть две армии сегодня. Воюющая армия и штабная армия Муженко. То есть, безусловно, война провела некую такую черту, водораздел, где с одной стороны наверху остались люди, которые что-то там перекладывали с одного места на другое, писали какие-то бумаги и с кем-то о чем-то договаривались, но не имели отношения к войне. И люди, которые сидели в окопах, грубо говоря, и немножко там, возможно, продвинулись за время войны, а может быть и не немножко. Второй аспект в том, что, и это, естественно, некое недопонимание между вот этими двумя категориями людей создает, в том числе в штабных колледжах, в различных институциях, где вот эти люди из вот этого нижнего слоя, они идут, скажем так, обучаться, чтобы получить некое новое назначение, звание и так далее. То есть это возникает, безусловно, конфликт между вот этими двумя группами людей. Это раз. Два, отсутствие правильной системы обучения, оно все-таки приводит к тому, что люди назначают вот этих, скажем, людей, как вы говорите, с опытом, но без знаний, назначают очень быстро на очень ответственные должности. То есть я видел неоднократно и слышал неоднократные случаи, когда человека, который только пришел с курсов, уже на 2-й, на 3-й год уже назначали командиром батальона. Или кто никогда не командовал отрядом больше, чем 10 человек, он стал быстро командиром роты за несколько месяцев, потом даже не командиром роты, стал командиром батальона, и уже через еще год стал командиром бригады или замкомандира бригады. То есть это тоже неадекватное отношение. Почему? Потому что опыт без знаний, понимаете, вот дам пример. Если вы выйдете на улицу и вас будут постоянно бить, станете ли вы от этого мастером спорта по боксу? То есть я очень в этом сомневаюсь. То есть для того, чтобы чему-то научиться, недостаточен опыт. Нужно знание изначально. То есть необходимо солдату, командиру, сержанту, офицеру, неважно кому, нужно заложить определенные знания. То есть надо создать такую систему, когда он, приходя на фронт, он уже будет подготовлен. И это возможно. То есть нельзя говорить о том, что мы сейчас человека бросим в бой, он выкопает себе ямку, сядет в нее, по нему будут
стреляет 152 миллиметра там, снаряда, после этого через год мы скажем: о, это ж такой опытный человек, давайте его назначим командиром батальона. То есть это так не работает. Ну, возможно, для тех задач, которые он выполнял, сидел, говорил по рации, возможно, корректировал огонь, возможно, для этого достаточно. Но, в принципе, это неправильно и так не должно быть. Тот опыт, о котором вы говорите, это не тот опыт, который сегодня нужен в войне. В войне нужен опыт, который постоянно анализируется и имплементируется, то есть входит в наставление, в устав. Если мы говорим о том, что у нас есть опыт, вот да, один блогер недавно написал, я видел, что украинская армия самая опытная армия. Но это такой нонсенс, что даже мне просто плакать хочется. Почему? Потому что опыт, это мы можем говорить об опыте только тогда, когда он входит в наставления. Посмотрите, допустим, в Израиле, допустим, все наставления, они в принципе засекречены в том или ином на том или ином уровне. В Америке большая часть наставлений, она не засекречена, она называется field manuals. Они имеют свои номера, их огромное количество, они постоянно меняются, постоянно учитывается опыт как американский, так и опыт других стран. То есть военнослужащие ездят вместе с людьми, которые анализируют и в Таиланд, и в Израиль, и, как мы видим, в Украину и другие страны. И на основании этого аналитические органы делают свои выводы и вносят наставления, которые обязательны к выполнению, то есть устав, то, что это называется в Украине, или в бывшем Советском Союзе называется устав. Что происходит в Украине? Мы говорим о неком опыте. Я извиняюсь, кому этот опыт нужен, если человек демобилизуется, и куда этот опыт идет? То есть в форме народного творчества или сказок Андерсона он передается. Опыт, который через час не записан, это уже не опыт. Он уже обрастает мифами, и это уже не опыт. Опыт — это то, что мы получаем в качестве анализированного профессионалами наставлений, как нужно делать. Да, вот это все-таки опыт. Поэтому об опыте я бы не стал говорить. Это некая пиар-акция со стороны действующих менеджеров Вооруженных сил України. Це два. В якомусь сенсі справді десь і досвіду побільшало. Можливо, це не є вже той зразок, який мав би бути, але в будь-якому випадку з невоюючої країни ми стали воюючою країною, то в будь-якому випадку цього досвіду і побільшало. Власне, ми перервемося буквально на хвилину, дізнаємося більше про те, що зараз безпосередньо відбувається на території Донбасу, на гарячих точках. З нами на зв'язку наживо телефоном речник штабу АТО Василь Лабай. Пане Василю, вечір добрий, чи ви нас чуєте? Вітаю вас також, чую добре. Отож, скажіть, будь ласка, про останню інформацію і серед іншого, зокрема, нас цікавить ситуація у Новолуганському, там, де розгорнутий оперативний штаб. Яка там зараз ситуація і в контексті, зокрема, гуманітарному? Ще раз повторіть запитання, бо перервало щось, я не почув. Хочемо дізнатися про те, яка зараз ситуація у Новолуганському, які кілька днів тому обстріляли бойовики з Градів. Зокрема, яка ситуація в контексті гуманітарному. І загалом, якщо говорити про ситуацію в зоні АТО за цю добу, просто ще не було зведень. Можливо, у вас вже є свіжа інформація? Так, власне, хочу наголосити на тому, що російсько-окупаційні війська і сьогодні продовжували порушувати режим припинення вогню та вели прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України і забороненого мінськими домовленостями озброєння. На Луганському напрямку ворог з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів обстрілював позиції сил антитерористичної операції поблизу Луганського, це Світлодарська дуга. На Донецькому напрямку противник зі 120-мм мінометів і кулеметів вів вогонь в районі Новоселівки, Другої та Пісків, а з мінометів 82-го калібру та озброєння бойових машин піхоти стріляв на Приазов'ї по оборонцях Гнутового і Водяного. В передмісті Авдіївки загарбники неодноразово застосовували зенітну установку, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Загалом від опівночі російсько-терористичні війська здійснили 7 прицільних обстрілів позицій сил антитерористичної операції. В 4 випадках українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів. З приводу Світлодарської дуги і Новолуганського, що ви питаєте зараз,
Це населений пункт приходить до тями після цих жахливих обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Військовослужбовці Збройних сил України спільно з іншими силовими структурами роблять все можливе, аби люди менш відчули це жахіття. Хочу також сказати, що вчора в цьому районі, це Травневе, воно неподалік від цього населеного пункту, бойовики зірвали відновлення централізованого електропостачання, яке протягується з підконтрольної України до цього населеного пункту. Травневе зараз зі світлом, але, правда, воно працює від генераторів. Наразі з приводу гуманітарної ситуації на Світлодарській дузі, Травневе і Новолуганській така ситуація. Пане Василю, і ще з приводу того, що відбувається поблизу Донецької фільтрувальної станції, адже знаємо про те, що бойовики розташувалися за 500 метрів від цієї станції. Яка там зараз ситуація? Чи відбуваються, що там відбувається? Насправді Донецька фільтрувальна станція знаходиться в так званій сірій зоні. Ми не маємо доступу до цього об'єкту. Ми чекали зведення, знайомилися з інформацією ОБСЄ. Можу лише зазначити, що вчора ввечері в районі Донецької фільтрувальної станції бойовиками було здійснено чимало обстрілів, в тому числі і з артилерії калібру 122 мм. Тобто робиться таке нагнітання і створюється така погана атмосфера для того, щоб якусь гуманітарну катастрофу створити, бо в разі потрапляння туди будь-якого боєприпасу без води може залишитися як частина підконтрольна уряду України, так і непідконтрольна уряду частина території Донбасу. В тому числі там є хімічні такі засоби, словом, все може бути привести до гуманітарної катастрофи. Ми відслідковуємо ту ситуацію і будемо дивитися, що ОБСЄ з цього приводу говорить. Я почула і на завершення коротко, я тільки хочу для себе уточнити, власне, ті зведення, які ми почули, я хочу для себе уточнити, чи не йдеться про поранених і чи не йдеться про втрати цієї доби в українському війську і серед мирного населення. Ми уточнюємо цю інформацію, обов'язково повідомимо в ранковому зведенні. Наразі в мене немає даних по втратах. Спасибі вам, пане Василю, за цю інформацію, яку ви озвучили. Василь Гелабай, речник штабу АТО, був з нами наживо телефоном. Власне, ми почули про оперативну ситуацію, і хотіли би продовжити про те, про що ми говорили, про досвід, про розвиток, про навички і, власне, про здобуття досвіду. Вчиться українська армія, власне, яка основою її в цій війні стали добровольці, вони стали, власне, і частиною тепер цієї професійної армії. І, з іншого боку, не можемо говорити і про те, що не говорити, про те, що і з того боку теж відбувається навчання, теж відбувається модернізація, як і кадрові військові Російської Федерації, так і російські найманці. Чи можете ви для себе, власне, відслідкувати, наскільки вони стають сильнішими в порівнянні з нами, або ми, скажімо, слабшими в порівнянні з ними, і наскільки активно з того боку відбувається і навчання, і, власне, виправлення помилок, враховуючи тактику? Давайте разделять все-таки российскую армию и так называемых, тут любят называть армейский корпус, первый и второй армейский корпус, ДНР и ЛНР, так называемые. Да? То есть это, я думаю, что с точки зрения россиян, это все-таки биомусор, то есть некие люди, которые не имеют отношения никакого к России. И я не думаю, что их сильно жалко. То есть это инструмент, который используют против украинской государственности, украинской независимости. То есть, потому что Россия видит в будущем, эти территории она не видит как территорию России. То есть в будущем для России, безусловно, это было понятно с самого начала, что в отличие от Крыма, Донбасс Россия хочет видеть в составе Украины. И таким образом лишить независимости независимую Украину.
государства Украины, привязать ее к себе. Поэтому граждане, ну, сепаратисты, их не жалко. Да? Поэтому, что касается российских оккупационных войск, я имею в виду российских, не сепаратистов, а российскую регулярную армию, безусловно, они пытаются применять только в крайних ситуациях. То есть, если мы говорим об артиллерии, то есть не о контактных боях, то они применяют без проблем. Если мы говорим о каких-то контактных, непосредственных там, стрелковых боях там, и так далее, когда есть возможность потерпеть жертвы от украинской армии, от ВСУ, то, безусловно, это в основном происходит, в основном это разведка работает или какие-то очень-очень ограниченный контингент войск. Вот. Конечно, они жалеют своих профессионалов. Ну, я имею в виду, что им не жалко особо как людей, но как профессионалов, безусловно, им жалко. То есть они, конечно же, используют ограниченно. Это мы можем наблюдать и в Сирии. В Сирии это не было как в Советском Союзе, что туда вводили все рода войск. То есть это было ВВС, это был спецназ. То есть они учатся, они пытаются сохранять жизни своим профессионалам, они пытаются действовать как можно более эффективно и, естественно, они вносят изменения в свои наставления, в отличие от того, что делает Украина, то есть не вносят. Вот. Могу только сказать, что они молодцы в этом плане. Безусловно, они уже не первый год, и это происходило еще до начала войны с Украиной, они модернизируют свою армию, то есть мы можем видеть новые образцы техники, мы это видим постоянно, можем видеть улучшенное и более эффективное взаимодействие между силами, и мы это отлично увидели в Сирии, да, когда они использовали наработки, которые происходили на основании войны в Украине и в других горячих точках. То есть, безусловно, они продвигаются. Конечно, они не настолько у них современное вооружение и электроника, как у НАТО или у Израиля, но с точки зрения координации, з точки зрения взаємодействия, безусловно, вони молодці. Тобто ви кажете про те, що, власне, цих проросійських бойовиків та сепаратистів, їх абсолютно не шкода. І це, як кажуть, це пушечне м'ясо. Та? І в тому контексті, чи доводиться говорити про те, що їх, зокрема, скажімо, навчають, для них проводять якісь, можливо, є такі самі з Росії, приїжджають інструктори-волонтери, які, принаймні, якось їх навчають, аби... Смотрите, их, конечно, обучают, да, настолько, сколько им нужно. Мы пока что не видели, чтобы из батальонов, из сепаратистских батальонов сделали некие подразделения, которые могут сравняться с гвардейскими частями Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации. То есть тут не о чем даже говорить. То есть это абсолютно, может быть, это не очень мягко, я скажу, но это, безусловно, план по ослаблению Украины, то есть использовать их России жалко ровно в той же степени, что им жалко вооруженные силы Украины. То есть это некое пушечное мясо, которое они не пустят в Россию, да, и они оставят их там, чтобы они служили, чтобы они сохраняли жизнь российским военнослужащим регулярной армии. І на завершення дуже коротко, бо маємо буквально менше 2 хвилин. Чому так стається, що, власне, такі люди, як ви кажете, все менше і менше, власне, ви задіяні в тому, аби змінювати цю систему. І була гучна акція по залученню волонтерів до Міністерства оборони, і знову ж таки там теж все наче затихло, і теж багато є людей розчаровані. Невже ця система настільки сильна і настільки непорушна, що навіть, скажімо, десятки таких людей, як ви, з розголосом в засобах массовой информации не можете ничего зробити? Слушайте, я себя не считаю неким таким золотым слитком, который очень нужен вооруженным силам Украины и так далее. То есть есть люди, которых нужно нанять. Я ничего не изменю в этой системе, даже если меня пригласят, дадут мне, скажем, я не знаю, зарплату, грубо говоря. То есть тем более я не стремлюсь. То есть нужно сделать это профессионально, на профессиональной основе, использовать те ресурсы, которые дают США, то есть проводить не стрелковые курсы, а и медичную допомогу, да? А командно-штабной колледж сделать, чтобы обучать и полностью перейти на определенные стандарты НАТО.
Я почула, власне, ви як одна людина, звичайно, систему не зміните, а таких, як ви, багато зі своїм досвідом і знаннями могли би це зробити. Але, власне, це питання відкрите. Спасибі вам за те, що ви впродовж цих 40 хвилин багато важливої інформації розповіли. Я нагадаю, що Цві Аріелі, військовий експерт, інструктор-волонтер, ще поки що був гостем нашої студії. Дякую, що ви були разом з нами під час цієї розмови і залишайтеся з АТR і надалі.